Картины из азолона, понос с искусственными фруктами, ростовые цветы, декоративные композиции из мыльных роз и изделия из атласных лент. 25 работ Юлии Чиниевой, отражающих кропотливый труд и огромное желание творить. Это розы из азолона, это вспененная резина, обычный строительный материал, который уже приделали рукодельницы для создания цветов разных. То есть покупается, он метражом продается, и уже формируешь, вырезаешь лепестки, нагреваешь его и придаешь им форму разную. Какие вот материалы вы используете? Ой, самые разные. Изолон, фоамиран, гофрированная бумага, разные, даже отходные материалы, которые мне на работе собирают, приносят бусинки разные, бисер, все несут. Увлеклась декоративно-прикладным творчеством мастерица еще в детстве. В школе принимала участие во всех кружках и конкурсах. Примером для нее послужила мама, мастер на все руки, как называет ее Юлия. Она у меня вяжет замечательно тоже. В детстве, помню, она всегда мне рисовала, пока сама не научилась. Рада каждой работе, я ей присылаю, она у меня живет в Тюмени, далеко, и я ей постоянно отправляю свои фотографии. Рукодельница окончила художественно-графический факультет Тобольского пединститута. Уже 5 лет работает преподавателем по рисованию и черчению во второй Сунжской школе. А также ведет кружок по декоративно-прикладному искусству. Для нее главное – передать свои умения детям и привить им чувство прекрасного. Специально для маленьких гостей выставки она устроила небольшой мастер-класс. За несколько минут гофрированная бумага, нитка и деревянные палочки в умелых руках мастерицы превращаются в изящную розу. Перетягиваем. Давай другой лепесток. Я хотела очень сильно попробовать, и у меня чуть-чуть получилось. Получился чуть-чуть цветок. Мне эта выставка понравилась. Там было очень много разных букетов, которые сделаны из цветов. И мне больше понравился ингусский флаг, который сделан из цветов. Оценить работы рукодельницы пришла и Яха Цычоева. Мастер декоративно-прикладного искусства осталась в восторге от работ коллеги. Ведь сама не понаслышке знает, сколько времени и сил вложено в каждое изделие. Очень красивая работа, как живые. Мне очень понравилось, честно говоря. Я ее знаю недавно, с Юлей знакома недавно, сомнительно. Но я уже успела ее полюбить как человека, как творческую личность. Сами розы, они просто не из тканевой, так скажем, структуры сделаны на первый взгляд, а ваш внимательный взгляд будет чувствовать, с какой нежностью создан каждый лепесток. Он как человек живет, как человек рождается. Это бутон. Выставка мастерицы проходит в рамках проекта «Презентация художника». Он стартовал в Музее изобразительных искусств еще в прошлом году. И за это время множество талантливых людей, проживающих в регионе, смогли презентовать свои работы широкой публике. В процессе работы уже появляется уверенность, желание продолжать работать над своим любимым делом. Даже если в дальнейшем они выберут другую профессию, я думаю, одно другому не помешает. Даже совмещать свое любимое дело с какой-то профессией. Это уже третья по счету презентация работ Юлии Чиниевой в музее. В планах у сотрудников организовать еще одну, персональную. Выставка в Музее изобразительных искусств продлится еще 2 недели. Увидеть ее работы каждый желающий сможет и в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет здесь с 3 по 4 ноября. Дана Плиева, Магомед Аскиев, Новости 24.